студии. На календаре сегодня 30 октября, пятница, и сегодня отмечается День основания Российского военно-морского флота, День инженера-механика и День тренера. А еще сегодня отмечается день рождения шариковой ручки. А вот день рождения имени или именины, как известно, можно отмечать почти каждый день. Особенно это касается тех, кого зовут Иван. Но сегодня именины могут отметить мужчины с такими именами, как Леонтий, Кузьма, Демьян и Иосиф. Давайте устроим перекличку и узнаем, как много мужчин живет с такими именами в нашей республике. Наш WhatsApp номер прежний 8 914 279 2262. Ну а пока вы пишете, давайте обратимся к синоптикам и узнаем, какую погоду они нам сегодня обещают. Прогноз погоды на канале НВК Саха. Итак, сегодня в 6 часов утра в центральных улусах температура воздуха составила минус 15, минус 27 градусов. Днем ожидается 11-20 градусов со знаком минус. В Заречье утром было минус 18, минус 28. Днем ожидается потепление до 20-15 градусов. На юге утром было минус 10, минус 13, а днем будет совсем тепло, минус 4, минус 10. В Вилюйской группе улусов минус 9, минус 28, это утренняя температура, а дневная минус 7, минус 21. В Нижнеленских улусах минус 24, минус 26 градусов ожидалось. Было в 6 часов утра, а днем ожидается 21-22 градуса. На западе минус 6, минус 12, это утренняя температура, а днем будет также тепло, минус 5, минус 10. В Колымо-Идигирских улусах минус 11, минус 24, это утренняя температура, а дневная минус 9, минус 19. В Вианских улусах в 6 часов утра температура воздуха составила минус 15, минус 19, а днем ожидается минус 12, минус 16 градусов. На северо-западе минус 14, минус 26, это утренняя температура, а дневная минус 13, минус 24. В городе Якутске в 6 часов утра температура воздуха составила минус 25 градусов, атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба, ветер северо-западный 2,5 метров в секунду, и днем ожидается минус 18, минус 20 градусов. Итак, на дворе сегодня 30 октября, и завтра в католическом мире отмечается День всех святых или Хэллоуин. И несмотря на то, что изначально этот праздник был совсем не нашим, в России его все равно полюбили и настолько, что присоединились к всемирному флешмобу с тыквами, главным символом этого дня. Этот дерзкий тренд в социальных сетях зародился 2 года назад, когда одна американка снялась с тыквой, на которую были натянуты черные трусики. Тогда публикация стала вирусной, и в одном из интервью автор идеи сказала: «Сейчас в мире столько негатива, почему бы не использовать тыкву, чтобы немного всех рассмешить?» И этой осенью юзеры вновь вспомнили тыкву. А между тем, опять же, с целью отвлечься от негатива, МТС Медиа приняла за съемки комедийного сериала «Афера» о самоизоляции в деревне. По сюжету 3 брата Данила, Костя и Ваня Поповы долгое время наводили страх на жителей своего поселка. Спасением для соседей становится режим самоизоляции, введенный из-за пандемии коронавируса. Когда ограничения снимаются, односельчане принимают решение не сообщать об этом Поповым. Премьера проекта состоится в 2021 году. Что ж, посмотрим. А пару дней назад в программе «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым вышел репортаж о Якутии. Дмитрия Крылова удивило большое количество мошкары. Он вкратце рассказал историю о присоединении Якутии к России, о природе республики, хомусе, якутских ножах, а также съемочная группа побывала в усадьбе Атласовых. Словом, все по стандарту. Мир злых духов. 6-я часть России. Если у вас есть пространственное воображение, тогда представьте масштаб Якутии. 3 с лишним миллиона квадратных километров. Это 1/6 часть территории всей России. Вы только вдумайтесь. Нет, вы не услышали. Еще раз. Для тех, кто сейчас ест свои сырники. 6 Якутий составляют площадь всей матушки России. Или привычнее.
на территории Якутии разместилось бы 5 Франции или 13 Великобритании. Но этот процесс еще впереди, пока они кочевряжутся. Почему? Вот такие любопытные новости. Ну а сейчас давайте погрузимся в мир эзотерики и узнаем, с какими вестями нас порадуют астрологи. Овен. Удачный день. Интуиция поможет найти ответы на многие сложные вопросы. Прислушайтесь к ее подсказкам и не допустите промахов. Телец. Если у вас на этот день запланированы какие-то важные дела, лучше браться за них с самого утра. В этом случае вероятность довести начатое до конца будет гораздо выше. Близнецы. Не спешите. Важно избежать ошибок, опрометчивых поступков, поэтому каждый шаг должен быть хорошо обдуман. Рак. Противоречивый, но именно поэтому интересный день. Он даст вам возможность проявить себя, показать, на что вы способны, встретить людей, которые по достоинству оценят ваши таланты. Лев. Плодотворный день. Он отлично подходит для того, чтобы навести порядок в делах, решить важные вопросы. Дева. Противоречивый и утомительный день. Серьезных проблем не возникает, но вы так переживаете из-за любых мелких трудностей и преград, возникающих на пути, что не замечаете приятных событий, которых тоже будет немало. Весы. Не лучший день для решения важных вопросов, зато для общения, встреч с друзьями момент сегодня самый подходящий. Скорпион. Благоприятный день для общения. Вы легко находите общий язык со старыми знакомыми и быстро завоевываете симпатию новых. Стрелец. Сейчас не время обсуждать свои проблемы, откровенничать с малознакомыми людьми. Нужно обдумать происходящее и принять собственное решение. Козерог. Важный день. От того, что вы говорите и делаете сейчас, может зависеть развитие событий в ближайшем и отдаленном будущем. Водолей. Отличный день. Плодотворный, удачный, насыщенный приятными событиями. Хорошо проходят деловые встречи, переговоры. Рыбы. Первая половина дня особенно плодотворна, поэтому подходит для важных дел, позволяет довести до конца то, что было начато раньше. Доброе утро, друзья! Я очень рада видеть вас в нашей теплой и светлой студии. Не забывайте, что мы работаем для вас только в прямом эфире. Наш WhatsApp номер прежний 8 914 279 2262. У нас есть уже сообщение от абонента с последними цифрами 7413. Он пишет: уважаемые наши любимые работники НВК Саха, новый день. С добрым и бодрым утром. Отличного дня, крепкого здоровья. Огромное спасибо вам за это сообщение. Я думаю, что его можно адресовать всем нашим телезрителям. Всем здоровья, доброго и бодрого утра. Но сейчас я передаю слово своим коллегам из службы новостей. Мы с вами увидимся через несколько мгновений. Не переключайтесь. Якутии Алексея Колодезникова. Программа в этом году реализована успешно. Однако возникают вопросы финансирования работы. Если по региональным дорогам сегодня подрядчикам профинансировано почти 77%, то в Якутске данный показатель равен 49%. Это при том, что асфальтобетон и другие типы покрытий в столице уложены полностью. Одной из причин этого, как сказали представители города, является то, что подрядчики не своевременно и в неполном объеме сдают документацию по выполненным работам. На реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году в республике предусмотрено почти 4,5 миллиарда рублей. За счет этого будет приведено в нормативное состояние 211 километров региональных автодорог и 23,5 километра улично-дорожной сети Якутска. Нулевой цикл строительства Жатайской судоверфи завершили в Якутии. Работы по устройству свайного основания ростверков блока корпусных производств и системы термостабилизации грунтов завершились. Об этом сообщили в пресс-службе ЛОРПа. В сообщении сказано, что строительство высокотехнологичной Жатайской судоверфи развернуто на 25 тысячах квадратных метров под 6 производственных пролетов. При строительстве применялись технологии, которых еще не было в регионе. Сейчас строители производят укрупненную сборку каркаса здания. К концу этого года на площадке должен появиться готовый к внутренним работам контур здания блок.
Цифровая маркировка шин стартует с 1 ноября. Тем самым в России начинается первый этап введения обязательной цифровой маркировки резиновых покрышек. С этой даты все импортеры и производители обязаны производить и импортировать только маркированные шины, а оптовые компании, работающие с ними напрямую, передавать в систему «Честный знак» сведения о приобретенных таких шинах и о выводе их из оборота. Розничные точки при продаже маркированных шин также должны передавать информацию в программу «Честный знак», а вот немаркированные шины можно будет продавать в обычном порядке, но только до 15 декабря этого года. Затем продажа шин будет возможна только в маркированном виде. Покрышки, которые уже установлены на автомобилях, останутся немаркированными. Российский проект по цифровизации языков северных народов будет расширен и на другие арктические страны. В Северо-Восточном федеральном университете работу над проектом начали еще в 2011 году. Теперь он будет реализован не только в России, но и в других арктических странах. Материалы представят на арктическом многоязычном портале arctic-megapedia.ru. Сейчас на портале размещена общая информация по 36 коренным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока. Также на ресурсе собраны авторские материалы по 9 народам. Муниципалитеты Якутии обучат работать с законом об ответственном обращении с животными. 10 и 11 ноября Ассоциация благополучия животных проведет вебинар. Юристы расскажут об особенностях формирования закупок и разберут типовые ошибки, пути их решения. Ассоциация с 2018 года объединяет зоозащитные организации, волонтеров и профессионалов в сфере помощи животным. Юристы регулярно проводят мониторинг региональных нормативно-правовых актов и закупок в сфере регулирования численности животных каждого из регионов России. Результаты размещают в открытом доступе, и по данным ассоциации, Якутия находится в категории регионов с негативной ситуацией, требующей коренного перелома. Значительное число объявленных закупок содержит либо прямые указания на умерщвление животных, либо же туманные и неточные формулировки на практике, позволяющие применять метод массовых эвтаназий. В заповеднике Медвежьи острова проведена вторая часть авиаучета белых медведей. Напомним, что первый полет в рамках этой работы был выполнен 9 октября и охватил восточную часть побережья Восточно-Сибирского моря в пределах Нижнеколымского района. В этом полете была обследована обширная территория от участка Лагашкина до участка Крестовая и Чукочья. Замечены 5 белых медведиц с медвежатами. Были также обнаружены медвежьи следы, уходящие в сторону моря. Кроме того, во время авиаучета замечены дикие северные олени, а на юго-западе овцы-быки. И на этом пока все. Спасибо за внимание. Хорошего вам дня.
С новым днем, Республика! Телевизионные жаворонки продолжают работать для того, чтобы ваш день начинался только с добрых и свежих новостей. На календаре сегодня 30 октября, пятница, и в это воскресенье в нашей стране отмечается 155-летие со дня основания Института судебных приставов. И по этому поводу мы пригласили в качестве нашего утреннего гостя руководителя управления Федеральной службы судебных приставов по Якутии Алексея Никифорова. Доброе утро, Алексей Артамонович. Доброе утро, В первую очередь примите наши самые искренние поздравления с этой юбилейной датой. Скажите, пожалуйста, вот из курса «История» мы знаем, что судебные приставы в России были известны еще в XIII веке. А какова история возникновения судебных приставов у нас в республике? Дореволюционную и довоенную историю нашей системы Якутии еще предстоит изучать. А послевоенная связана в первую очередь с именем Василия Дмитриевича Савинова, который на протяжении нескольких десятилетий занимался организацией работы судебных исполнителей при судах. Сегодняшняя история началась в декабре 1997 года, когда был издан приказ министра юстиции Республики Людмилы Тимофеевны Горьевой об образовании службы при Минюсте Республики с численностью около 80 человек. Первым главным судебным приставом был назначен Григорий Григорьевич Ксенофонтов. В 2005 году наша служба стала самостоятельным федеральным органом исполнительной власти. Сегодня наше подразделение существует во всех районах республики. Наша численность 750 человек. Мы выполняем функции по исполнению судебных решений, актов уполномоченных органов, обеспечиваем порядок деятельности в судах, дознание, контроль и надзор за коллекторскими организациями. Скажите, как сегодня развивается служба налоговых приставов? Мы ежегодно улучшаем свои показатели работы. Только за 3 последних года мы взыскали более 19 миллиардов рублей. Из них надо отметить львиную долю, 12,5 миллиардов мы взыскали в пользу частных лиц, это граждане и организации. Более 350 миллионов взыскано в пользу детей алиментных платежей, 250 миллионов невыплаченной заработной платы дошли до работников. Предоставлено 170 жилых помещений. Нас ждет интересное будущее цифровой трансформации. Уже через 1,5 года в полной мере заработает новый суперсервис «Цифровое исполнительное производство», благодаря которому полностью коренным образом изменится и система исполнения, и порядок взаимодействия человека, гражданина с приставом. Алексей Артамонович, мы знаем, что с начала этого года Институт судебных приставов претерпел некие изменения, реформу. Расскажите, пожалуйста, что за реформа такая? Да, в прошлом году был принят федеральный закон, согласно которому в первом полугодии этого года состоялась уникальная реформа, в результате которой мы получили статус правоохранительного органа. И все сотрудники стали настоящими правоохранителями с присвоением специальных званий. Таким образом, мы сегодня приглашаем кандидатов к нам на службу. Вся информация размещена на сайте управления. Конечно, требования изменились. К сотрудникам они стали больше. И по образованию требуется высшее образование, среднее специальное. И по состоянию здоровья необходимо пройти военно-врачебную экспертизу. И по физической подготовке, и по психологической устойчивости. Алексей Артамонович, наверное, в этот день вы можете и хотите поздравить всех своих коллег с юбилейной датой. Да, в преддверии праздника поздравляю своих коллег в первую очередь. Хочу пожелать им профессиональных успехов и побед, неиссякаемого оптимизма и энергии, благополучия в семьях, а ветеранам доброго и крепкого здоровья. С наступающим праздником, с Днем судебного пристава. Огромное спасибо, Алексей Артамонович, за участие в нашей утренней программе. Мы еще раз поздравляем вас с этой юбилейной датой. Желаем вам здоровья в это непростое время, удачи и хорошего настроения в течение всего дня и всех выходных. А я напоминаю, что сейчас у нас на связи был Алексей Никифоров, руководитель управления Федеральной службы судебных приставов по нашей республике. Ну а мы продолжаем наш эфир. Итак, на календаре 30 октября, у нас уже зима, хотя в средней полосе России
России все еще продолжается прекрасная золотая осень. И символом этого времени года, конечно же, считается тыква. Из этого овоща, несомненно, можно изобразить жуткую голову, особенно если внутри поместить свечку. Но в первую очередь тыква, она предназначена для кулинарии. Так из тыквы можно приготовить варенье, пирожки, сладкий пирог, запечь внутри жаркое и даже сварить суп. О последнем чуть подробнее. Всем добрый день! Меня зовут Марфа Яковлева. Сегодня мы будем готовить очень вкусный тыквенный суп. Для этого нам понадобится 800 грамм тыквы, которую мы очищаем от кожуры, семян и нарезаем на большие кусочки. Выкладываем на противень, чуть-чуть солим, потом поливаем или оливковым, или растительным маслом и выпекаем в духовке при 190 градусах примерно 30 минут. Тыква станет такой мягкой, вкусной. Пропеченная тыква вот так вот очень хорошо разрезается, как мягкое масло. Сейчас я тыкву положу уже в готовую картошку и дам прокипеть еще где-то минуты 2-3, не больше. Картошка и тыква объединились. Сейчас чуть-чуть проварю. Можно положить также обжаренный лук и морковку, но я не стану этого делать. Здесь из специй будет только соль, черный перец и измельченный 1 зубчик чеснока. Теперь погружным блендером все это взбиваю в одну мягкую, такую нежную массу. После того, как я положила сливки, посмотрите, цвет изменился, он стал более такой светленький, консистенция прям такая приятная. То еще раз хорошенечко подогрею все, и наш крем-суп готов, я буду подавать. Приятного аппетита! Нашей республики Наташа Оконешникова из тыквы готовит прекрасный, изумительный, вкуснейший чизкейк. Обязательно загляните к ней на страничку в Инстаграме и увидите рецепт этого блюда. Я думаю, что будет очень актуально в эти дни. А я напоминаю, что наш WhatsApp номер всегда для вас открыт. 8 914 279 2262. Присылайте нам свои приветы, поздравления, может быть, ваши варианты блюд из тыквы. А также не забывайте, что сегодня мы отмечаем именины таких людей, у которых имена Леонтий, Кузьма, Демьян и Иосиф. Кого зовут такими именами? Присылайте нам свои приветы на наш WhatsApp номер 8 914 279 2262. Мы обязательно все ваши сообщения прочитаем вслух в эфире. Ну а сейчас мы уходим на короткую рекламную паузу. Встретимся с вами через несколько мгновений. Не переключайтесь.
Доброе утро всем тем, кто только что к нам присоединился. На календаре сегодня 30 октября, пятница. И завтра в нашей стране отмечается День сурдопереводчика. Я рада представить вам специалиста в этой интересной области Полину Протопопову, сурдопереводчика, учителя русского языка Республиканской специальной коррекционной школы-интерната для неслышащих обучающихся. Полина, доброе утро. Доброе Очень утро. рада вас видеть в нашей студии и поздравляю вас с наступающим профессиональным праздником. Спасибо. Расскажите, Полина, как обычно проходит ваш урок в школе? Так как я работаю с особенными детьми, у которых свои особенные потребности образовательные, каждый наш урок построен на основе адаптированных общеобразовательных программ для неслышащих обучающихся. И вот на основе этих программ наши уроки проходят со специальной методикой, у нас есть своя методика, приемы. И все учителя, которые работают в нашей школе, ну, педагоги, учителя, воспитатели, имеют специальное образование. Они учились, получали курсы повышения квалификации по специальности сурдопедагогика. То есть получается, что всем воспитателям, учителям необходимо такое вот специальное образование? Да, чтобы работать в нашей школе, конечно, потому что у нас же особенные дети, и это необходимо, да. Ага. А как много вообще ребят и учителей, воспитателей в школе? У нас ребята учатся со всей нашей республики, потому что наша школа единственная в республике, которая может принять детей, именно неслышащих детей. И вот хотелось бы отметить, что в следующем году, в октябре, наша школа будет праздновать 70-летний юбилей. О, Да, уже вот 70 лет наша школа вот дает детям с нарушениями слуха дорогу в жизнь, помогает адаптироваться. а помимо учебы, вот чем еще занимаются ребята? Я слышала, что вы участвуете в различных конкурсах, даже выезжаете за пределы республики и страны, причем успешно вы. Да, наши дети очень талантливые, вот, несмотря на такие вот нарушения со слухом. Они неоднократно становились чемпионами международных, всероссийских конкурсов, фестивалей, соревнований. Хотелось бы отметить, что очень успешно работает в нашей школе кружок жестовой песни, который называется «Поющие сердца». Также театр мод Чагыл, где дети сами вышивают. И примечательно то, что наши дети уже третий год участвуют в национальном конкурсе «Обилимпикс», в котором участвуют люди с ОВЗ, с ограниченными возможностями здоровья. И на региональном уровне наши дети становились чемпионами даже. Молодцы какие. Полина, а сколько ребят в вашем классе? И какой вы учитель? Строгий? Ну, я могу сказать, что я в меру строгий, но так как я знаю жесты, кушать или пошли. Ага. А вот интересно, вот жестовый язык, он международный или это все-таки русский язык? Жестовый язык в России, он таки называется русский жестовый язык. Это даже такая аббревиатура есть общеизвестная РЖЯ. Например, вот в Китае или в Америке или где-то еще, там у них совершенно них другие. свое, да? Да, у них даже дактиль отличается. Поэтому наши дети с очень большим удовольствием изучают, например, американский жестовый язык, да, именно жестовый американский язык. Они вот довольно здорово учат, даже меня как-то пытались учить. Ну, это буквы, да? Вот, Да, это дактили, буквы. они же по-другому Да. и у них звучат, и у нас, соответственно, Да, всё например, вот по-другому. они говорят «я тебя там люблю». Вот это вот на языке жестов Америки означает «люблю». А у нас люблю как? «Люблю». Как интересно. А общие есть какие-то жесты, слова, может быть? Ну да, потому что жестовый язык, он как бы делится на две основные группы. Первая группа собственно жесты, и вторая группа калькирующие жесты. Вот такие, например, как ходить, или, например, кушать, писать. Это вот то, что вот мы самой в жизни Основные делаем. такие, да, глаголы. Да. То есть и в Америке поймут нас, да, Да, если мы да, вот если так мы вот. скажем «иди сюда», или «вы», или «я», в Ага. Америке обязательно поймут, конечно. А в этой вашей школе вот изучают иностранным языкам, вот именно вот жестовый иностранный язык? Нет, к сожалению, нет. Это наши дети, так как жестовый язык для них является родным, они очень интересуются именно вот зарубежными жестовыми языками, потому что есть даже фильмы, сериалы. Они самостоятельно изучают, Да. получается, да? Мгм. А вообще, Полина, вот где и можно обучиться на сурдопереводчика? Конкретно я училась в нашем региональном якутском отделении Всероссийского общества глухих. К нам приезжал московский лектор, и всех желающих, у кому необходимо вот это вот, да, обучились там, и по окончании курсов мы все получили удостоверение
которые вот дают право нам оказывать услуги сурдоперевода. А как долго длится вот обучение это? Ну, где-то, наверное, я училась 3-4 месяца. Ага. Ну, то есть первое образование у вас филологическое, да, русский язык, литература, и потом как дополнительное вот вы на сурдопереводчика. А сложно вообще изучать вот жестовую и дактильную, да, азбука? Вот? Мне кажется, вот как-то вы сейчас показали, такой мелкая моторика сложно, да? Это вот со временем все равно приходит, если это практиковать, потому что все равно без практики никуда. Ага. Ну, для каждого по-разному, но если захотеть, мне кажется, можно все. Можно усвоить и свободно разговаривать на жестовом языке. А вот смотрите, вот когда мы говорим на русском языке, допустим, да, у какого-то человека слышится акцент, не то произношение, мы картаем, шепелявим, да, а вот в дактильной азбуке, жестовой азбуке есть какие-то вот, ну, вот эти вот дефекты, я не знаю, как это правильно сказать. Немножко вот мы вот эту вот букву не так показали, и Да, уже это что-то такое, означает. Да. Например, вот наши дети, да, они же, получается, только вот приходят в школу, у них нет навыков жестового языка, и они вот, как у детей же есть детский лепет, когда они коверкают слова, там, может быть, что-то неправильно говорят, так же и они. Они могут там по-другому как-то показать жест смешно. Ну, там как-то я вот сижу и думаю, что вот ребенок хотел сказать. Ну, вот это вот. Я говорю, да-да-да, я поняла тебя. Ну, то есть они так смешно как-то видоизменяют эти жесты. А как долго нужно вот, через какое время это все проходит? Сколько нужно тренироваться? Ну, дети-то, они же, получается, в среде, где вот... То есть быстрее у них, да? Да, они вот очень... А у вас лично вот как долго это проходило? Практически чтобы быстро вот. Да. Это вот почти сразу, да? Да. Ага. Это вот без проблем у меня. Полина, я знаю, что помимо школы вы еще работаете на каких-то официальных мероприятиях, да, как сурдопереводчик. Расскажите об этом. Да, я перевожу мероприятия, начиная от школьного уровня, да, общешкольных классных часов, до каких-то массовых мероприятий. Ну, тот же самый Обилимпикс, да, в котором наши дети участвуют, и чтобы наши дети лучше понимали, чтобы не были, потому что, ну, дети же сидят, и я как бы помогаю им. Ну, в общем, очень много всего перевожу. Ясно. Спасибо огромное, Полина, за участие в нашей утренней программе. Я еще раз поздравляю вас с наступающим профессиональным праздником. Спасибо. Здоровья вам, удачи и всего хорошего. Спасибо. Ну а мы, дорогие друзья, продолжаем наш эфир. И так, завтра нас ждет необычная суббота, хотя 31 октября для россиян праздник неоднозначный. Однако его очень любят отмечать молодежь. И это ведь понятно, что ведь маскарад любят многие, особенно если это связано со страшилками, как говорит молодежь, так это вообще улет. А согласно Оксфордскому словарю английского языка, слово «Хэллоуин» – это сокращение английской фразы «All Hallows Even», что означает «вечер всех святых». Итак, что за это вечер и какие у него традиции, давайте узнаем прямо сейчас. Хэллоуин – современный международный праздник, восходящий к традициям древних кельтов Ирландии и Шотландии, история которого началась на территории современных Великобритании и Северной Ирландии. Отмечается этот праздник каждый год, 31 октября, в канун Дня всех святых. С конца 20 века в ходе процесса глобализации мода на атрибутику Хэллоуина возникла также в большинстве стран Восточной Европы, в том числе и в России. Большинство символов праздника имеют долгую историю. Одним из самых знаменитых атрибутов является тыквенный фонарик или светильник Джека. Он представляет собой полую тыкву, на которой вырезана зловещая гримаса, а внутрь помещена свеча. Считалось, что подобный плод, оставленный в День всех святых около дома, будет отгонять от него злых духов и прочую нечисть. Истоки этого обычая уходят вглубь веков, когда жители Британских островов вырезали рожицы на плодах во время сбора урожая. Как и многие другие языческие традиции, этот символ был охристианизирован, и согласно популярному ирландскому поверью о Джеке, светильник Джека представляет собой душу, не принятую ни в рай, ни в ад.
Но фонарики на Хэллоуин не всегда изготавливались из тыквы. В Ирландии и Шотландии для этого традиционно использовали репу. Однако прибывшие в Северную Америку иммигранты быстро заменили ее на тыкву, как более доступный и крупный овощ. Еще одним важным атрибутом на Хэллоуин является маскарад. Популярные костюмы персонажей фильмов ужасов, например, «Мумии» или «Чудовище Франкенштейна». Дети, которые одеваются в карнавальные костюмы и изображают разных монстров, ходят от дома к дому и выпрашивают сладости. Связано это с задабриванием злых духов. В праздничном убранстве домов большую роль играют символы осени, например, деревенские пугало. Основными темами Хэллоуина являются нечистая сила, эзотерика и монстры. Традиционными цветами являются черный и оранжевый. Поскольку праздник приходится на время урожая яблок, большинство хэллоуинских сладостей основано именно на них. Специально к торжеству готовят яблочную карамель, яблоки в сиропе и даже яблочные ириски. В России отношение к этому празднику неоднозначное. Но если к нему относиться с точки зрения очередного доброго развлечения, то почему бы и нет? В связи с этим хотим с вами поделиться необычным, но очень простым рецептом изготовления льда, который обязательно поразит ваших гостей. Для этого вам понадобится резиновая перчатка, вода и морозилка. После того, как лед застынет, снимаем перчатку и кладем ледяную глыбу в вишневый или томатный соки. Ну вот и все. Приятных вам выходных, веселого, необычного праздника и всего хорошего. А между тем на днях были подведены итоги всероссийского конкурса «Самый читающий регион», который провел Российский книжный союз. И Якутия в этом конкурсе одержала победу. И с подробностями этой замечательной новости с нами спешит поделиться Светлана Попова, заведующая Центром библиотечно-информационного обслуживания Национальной библиотеки Республики Саха-Якутия. Доброе утро, Светлана. Доброе утро, Ларина. Расскажите, пожалуйста, как наша республика выиграла этот конкурс, каким проектом мы в нем участвовали? Да, надо сказать, что конкурс проводится у нас с 2015 года. Он сначала был приурочен к году литературы, и в 2015 году уже наш регион вошел в топ-10. А в прошлом году впервые в истории наша республика стала лауреатом данного конкурса, а в 2020 году мы получили самую, по-моему, шикарную новость. Это то, что Республика Саха-Якутия была названа литературным флагманом Российской Федерации. Ох ты, как вот здорово. Мы участвовали. Да, это вообще шикарная новость. Да, мы все очень рады. И мы представили проект, который называется «Читаем все». Этот проект, он у нас комплексный, сетевой и республиканский, и ориентирован на все слои населения, то есть от рождения практически до, получается, до преклонного возраста. Для каждого возраста разработаны отдельные программы. Ну и самая яркая акция в рамках этого проекта, это у нас акция называется «Книжное приданое». В 2019 году мы уже написали программу по данной акции, и с 2020 года, надеюсь, в следующем году мы продолжим ее. То есть все новорожденные, которые у нас родились в перинатальном центре, в медицинском центре, получают книжное приданое. Что в него входит? Да? Первое — это у нас свидетельство о рождении читателя, рекомендованный список литературы и первая книжка в жизни малыша. Светлана, вот. скажите, пожалуйста, а каким образом подводились итоги этого конкурса? Как жюри оценивало победителей? Сразу надо сказать, конечно, жюри было очень компетентное. Туда вошли у нас ведущие представители библиотечной отрасли, ведущие книжные издательства нашей России и другие очень под предводительством Сергея Степашина, который у нас президент Российского книжного союза. То есть учитывались не только, вот, допустим, вся вот эта наша заявка, да, но и вся инфраструктура чтения в нашем регионе. То есть это количественные показатели, такие как посещаемость библиотечных учреждений, да, посещаемость культурно-массовых мероприятий, количество фестивалей литературных и вообще состояние книгоиздания и книгораспространения в нашей республике.
очень-очень много показателей. Это целый комплекс, такой обзор всего состояния литературной жизни в нашем регионе. То есть жюри проделало большую работу. Большую работу. Да, Светлана, скажите, а сколько было участников в этом конкурсе и сколько было претендентов на победу? Да, ну вот как отмечают эксперты, да, жюри, в этом году пандемия, несмотря на то, что у нас произошла, да, 82 субъекта Российской Федерации участвовали в конкурсе, и мы победили. Ух ты, как здорово. Но претендентов было немало. Я читала в публикации, что и Новосибирск, и Архангельск, там что-то очень много было, да? Да, и Санкт-Петербург, и город Москва в том числе. Скажите, пожалуйста, Светлана, вы как никто другой знаете, вот у нас публика, якутяне, что читают? Какая литература им наиболее интересна? Да, специально для вас я провела анализ, и у нас сейчас есть электронная библиотека Национальной библиотеки, по которой очень легко посмотреть, что предпочитают читать наши якутяне. Ну и, конечно, надо сразу сказать, что это книги у нас на родном языке. И вот в топ-10, да, который сейчас у меня здесь рядом, я держу, первое место — это у нас Данилов Сафрон, «Сюрях Теберин Тухары» роман. Его роман прочитали около 3000 человек с начала года. Потом Амматчига Саскике прочитали около 2000 человек. Потом Яковлев Василий Семенович Далан Тулаях Ого роман. Лугинов Николай Алексеевич у нас на следующем месте, это Сехайнер Тастумус. Потом также у нас большой толковый словарь якутского языка идет следующий. С ним толковым словарем в своей работе воспользовались, либо изучали около 1500 человек. Также у нас вот во время пандемии у нас такая интересная тенденция, что очень много обращений у нас к книге Устиновой Лилии и Рядь Топтал. Ну вот такой у нас топ. Ну, Светлана, кажется, что в основном читают и читающая публика — это взрослое население. А что насчет молодежи? Молодежь у нас читает или не очень? Вот как вы считаете? На самом деле такой есть стереотип, что якобы молодежь не читает. Сразу буду возражать, потому что на самом деле молодежь у нас читает достаточно много. Но просто вот сейчас свою литературу, да? Ну и краеведческую литературу нашу национальную, ну и нон-фикшн очень много. У нас же еще есть литрес, который мы предлагаем для наших читателей. И очень подавляющее количество тех, которые пользуются литресом, это как раз молодые люди. Вот, вы как раз литрес упомянули. Я хотела вам задать вопрос, а чтобы считаться читающим человеком, обязательно ли нужно читать бумажные книги? Нет. Или электронные тоже можно внести? Электронные, конечно, тоже можно, да, обязательно. Огромное спасибо, Светлана, за потрясающую новость в пятницу с утра. Так что, друзья, читайте книги, ведь мы теперь самый читающий регион. Я напоминаю, что сейчас у нас на связи была Светлана Попова, заведующая Центром библиотечно-информационного обслуживания Национальной библиотеки нашей республики. Но сейчас мы уходим на короткую рекламную паузу. Не переключайтесь. Через несколько мгновений мы снова с вами встретимся и поговорим уже о Дне тренера. У нас будет интересный гость, так что обязательно посмотрите.
История Второй мировой войны знает несколько примеров удачных побегов из германского плена. Но самым героическим, самым дерзким и воистину уникальным может считаться побег 10 заключенных под командованием летчика Михаила Петровича Девятаева. Сегодня в нашей музейной рубрике мы узнаем об этом побеге немножко подробнее. Доброе утро! Продолжаем знакомить вас с картинами нашей мультимедийной выставки «Память поколений». Сегодняшняя картина – картина Алексея Бурлая «Земля родная». В ней описан подвиг летчика Михаила Петровича Девятаева. 8 февраля 1945 года группа летчика Михаила Девятаева совершила необычное. Они смогли избежать смерти в концлагере, смогли сбежать на немецком бомбардировщике, и они рассекретили чудо-оружие немцев. Они находились на полигоне Узедом, что находилось на острове Балтийского моря, и на этом полигоне испытывались легендарные баллистические ракеты Фау-1 и Фау-2. И на этом же полигоне находился концентрационный лагерь узников, среди которых был Михаил Девятаев. И, готовясь к побегу, он втайне от всех стал изучать строение немецких бомбардировщиков, когда расчищали части этих самолетов на свалках. 8 февраля 1945 года, когда облачность прояснилась, они решили, что побег должны совершить именно сегодня. И вот во время обеда они побежали на свободный бомбардировщик, хотели были завести мотор, но, увы, аккумулятора не оказалось. К счастью, тележка с аккумулятором находилась недалеко. Они привезли аккумулятор, и заревел мотор. Но самолет не взлетал. И только потом понял Михаил Петрович, что триммер руля находился в режиме на посадку. И с помощью своих друзей они штурвал подняли, и, наконец, триммер был переведен на режим полета, и самолет взлетел. Конечно, немцы сразу же всполошились, они полетели следом, был дан приказ догнать, уничтожить, но след самолета простыл. И когда увидели немецкий самолет, наши солдаты, конечно же, открыли стрельбу, двоих в самолете ранили, но Девятаев посадил самолет. И когда они вышли из самолета, солдаты увидели людей в полосатых костюмах. Вы видите тот самый момент, когда они вышли из самолета и с такой любовью вдыхают вкус своей родной земли. Это возвращение было таким долгожданным. Последним вылез из самолета Михаил Петрович. Он в то время весил всего лишь 39 килограммов. Михаилу Петровичу Девятаеву было присвоено звание Героя Советского Союза. Вот такой уникальный человек жил на нашей земле, такой уникальный подвиг. И эта картина рассказывает об этом геройском поступке. Кстати, в данный момент идут съемки фильма по книге Девятаева «Побег из ада», режиссером которого выступил Тимур Бекмамбетов. Новый блокбастер о герое Великой Отечественной войне будет в вертикальном и горизонтальном формате. Такую технологию впервые применяют в нашей стране. Ну а мы продолжаем. Как уже говорилось ранее, сегодня 30 октября – это День тренера. И сегодня у нас в гостях тренер по мини-футболу Даниэль Адейми Дурадаини. Доброе утро, Даниэль. Доброе утро. Очень рада вас видеть в нашей студии. Да. Даниэль, скажите, как вы пришли в тренерскую деятельность? Это вопрос очень интересный, потому что я решил, что буду стать тренером, когда я с детства, да, когда у меня совсем маленький. В моей родине у нас очень инфраструктура для футбола очень мало. И у нас государственные, и они об этом ничего не сделали, чтобы дети играли в улице без босиков, без кеда, бутсы, там нет тоже самый живой пример. Вот и это тяжело, я вижу, что и много талантов у нас есть, которые все люди знают в мире. Это в Нигерии? В Нигерии. И когда я решил, чтобы приехать в Россию, учить дальше, вот, и я думаю, что это пути мне надо
чтобы помогать, когда все уже получается, я могу ехать в своей родине и развивать футбол. И помогать, что, ну, как талант. Сейчас вот здесь вы кого тренируете? Сейчас, ну, как я работаю в университете СФУ, так я преподаватель там и тренер по футболу. И я с ними, там у меня команда юношей. Строгий, добрый мотиватор. Вот это я не могу определять, ну, потому что пусть люди, которые они, которые они у меня занимаются, это выбираем. Но я считаю, что все в мои, план, мои деятельности есть. Я не могу говорить. Вот. И я думаю, все у меня есть вообще. Ну, то есть зависит от ситуации, скорее всего. Да, вот именно. Даниэль, вот, но мы знаем, что самое большое удовольствие для игрока – это забить гол, для вратаря отразить сложный мяч. А вот что самое важное, какое большое удовольствие для тренера? Да, для тренера это ни одного тренера не любит, чтобы свои дети не двигаемся вперед. Когда тренер видит свои дети, воспитанников, да, чтобы они развивают и добиться, и они идут в пути, который ты хочешь, чтобы они идут, это тогда, это, тренер всегда горжусь за это. Поэтому для меня это, когда я вижу свои дети, чтобы они побеждали где-то, да? Побеждали, не только побеждали, растет. Вот, растет, что у них набирайте форму, все такие. И какой-то, может быть, 2 года я хочу, чтобы идти на какой-то уровень. Вот и дети уже добились такие. Это для тренера, это самое, самое важное, большое удовольствие. Да. Даниэль, вот, многие же говорят, что во всех видах спорта тренер чему-то учится у своих подопечных. А вот вы чему научились у своих? Так, я учусь, как быть терпением. Потому что сначала, когда я выбираю эту деятельность, чтобы я буду стать тренером, характер какой-то терпения нет, потому что я человек, который эмоциональный, везде знаю, что я эмоциональный, но каждый день идет, и я начинаю как можно спокойно, там терпение и любить детей. Очень я уважаю детей, поэтому я очень люблю своей работой с детьми. Ага, вы сказали до этого, что занимаетесь с девушками в том числе, да? А какова перспектива женского футбола в нашей республике? Я до сих пор еще с ними работаю, но женский футбол в республике очень низкий уровень, если говорить, потому что нет много школ, которые они могут дать возможно все девушки. И это зависимость, это план в городе по спортам. Вот. Например, у меня есть возможность, чтобы поговорить с заместителем Минспорта 2 года назад. И я об этом рассказываю, что как можно увеличить этот уровень женский футбол в городе. Но очень хорошо мне объяснили, что они будут рассматривать это и в будущем это будет хорошо работать. Но в данный момент перспектива, что девушка, они тоже уже увлекаются играть в футбол. Раньше мало, но сейчас уже стали много. Чуть больше, да? Да. И они очень-очень хорошо себя показывают. И недавно, в этом году, например, у нас там мои команда девушки, они стали победитель, это чемпионат города, и в прошлом году там победитель республиканский и тоже. Вот, и я думаю, это самое важное, чтобы девушки тоже могут сделать, что юноши могут сделать. Даниэль, вы сказали, что работаете в университете. Получается, что ваши подопечные – это студенты, да? Да, студенты, да. Ага. Да, студенты, да. И еще до эфира Даниэль признался мне, что сегодня у его жены день рождения. Да, вы, наверное, хотите поздравить. Да, я очень. Да, но сегодня моя жена день рождения. Я хочу поздравить ей, что желаю ее крепкого здоровья. Я очень сильно ее люблю. Из-за нее я приехал сюда. Пусть все у нее желание, пусть будется. Я очень тебя люблю. Как жену зовут? Александра Владимировна. Александра Владимировна наша землячка. Даниэль приехал за ней в Якутию и уже живет здесь с 15-го года, да? С 14-го года. С 14-го года. Уже носит шубы, унты, так что он уже наш
якутянин. Да. Огромное спасибо, Даниэль, Ну, вам спасибо. за участие в нашей утренней программе. Я еще раз поздравляю вас с вашим профессиональным праздником. Да, спасибо. Здоровья вам, удачи и отличного настроения. Дорогие друзья, сейчас мы уходим на короткую рекламную паузу. Далее встречайте моих коллег Нергуяну и Романа. Ну а я всем желаю доброго утра. Здравствуйте.